Теперь то, что касается отдельной республики. Мне приводят в пример Ингушетию. Говорят, почему ингуши могут создавать отдельную республику, а лезгины не могут? Ингуши получили свою республику случайно, из-за двух чеченских войн, когда они отказались принимать участие как отдельная республика, как целый народ в этих двух чеченских войнах. Дорогие ингушские братья и сестры, салам алейкум. Искренне поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний Аллах примет ваши посты, добрые деяния, садака и ваши молитвы. По поводу дискуссии, развернувшейся в сети относительно истории становления Республики Ингушетия в качестве отдельного субъекта Российской Федерации, у меня есть моя глубокая обоснованная позиция, с которой я вас сейчас знакомлю, в надежде на то, что она прояснит возникшие вопросы и принесет пользу всем участникам данной дискуссии. Ингуши, как народ, героический, достойный народ Северного Кавказа, прошли очень трагичную и драматичную историю становления и обретения своей субъектности. Тяготы лишения гражданской войны, ужасы депортации, сложности возвращения домой и обретения вновь своей утраченной родины, конфликт 90-х, тяжелые последствия двух чеченских войн, большое количество беженцев. И ингуши, как никто другой на Кавказе, должны понимать и понимают, что причинами многих сегодняшних конфликтов на Кавказе являются ошибочные, преступные, произвольные решения, которые принимали сталинские власти в первые годы советской власти. Произвольное определение границ между народами Северного Кавказа, включение в состав одной республики народов, принадлежащих к разным языковым группам, включение каких-то республик в состав краев, например, Карачаево-Черкесия была включена в состав Ставропольского края, а Адыгея в состав Краснодарского края, разделение народов между разными республиками и регионами России. И мы должны понимать, что несмотря на всю произвольность и ошибочность принятых решений, ни советские власти, ни власти современной России не готовы идти на требования национальных движений народов Северного Кавказа. Мы видим, что в 90-е годы в Дагестане, в многонациональных республиках Западного Кавказа, КБР, КЧР появлялись требования, звучали требования о выходе из состава этих республик и создании отдельных этнических республик. Ни одно из этих требований Москвой не было удовлетворено. Кроме того, Москва не идет навстречу, например, такому народу, как нагайцы, разделенные между несколькими субъектами Российской Федерации, об их объединении в единый субъект. Москва не идет даже навстречу представителям адыгских народов, кабардинцам, черкесам, адыгейцам, шапсугам в формировании единого алфавита четырех родственных народов. Фактически это единый народ, которым были навязаны разные алфавиты для того, чтобы разделить их и отдалить друг от друга. Вы видите, что даже, казалось бы, в простых, безболезненных вопросах, как создание единого алфавита, московские чиновники осторожничают и не идут навстречу никаким требованиям, как бы чего ни вышло, потому что боятся больших, длительных, тяжелых последствий на Кавказе. Может быть, многие из этих страхов придуманы, зачастую так оно и есть. Некоторые страхи Москвы вполне обоснованы. Так вот, основной позицией Москвы, жестким требованием Москвы является невозможность пересмотра границ на Кавказе в рамках формирования отдельных субъектов. То есть ни на какой раздел республик Москва никогда не пойдет, потому что это может привести, с точки зрения Москвы, к тяжелым затяжным конфликтам и последствиям. Единственным исключением в 90-е годы стало формирование Республики Ингушетия. И моя позиция заключается в том, что для Москвы даже появление отдельной Республики Ингушетия было невыгодно ельцинскому правительству. Почему? Потому что появление отдельной Ингушской республики, обретение национального суверенитета ингушским народом сразу
автоматически актуализировала вопросы полноценной реабилитации ингушского народа, как подвергнутого сталинским депортациям, актуализировала бы вопрос пригородного района, актуализировал бы вопрос прекращения преступной практики раздельного обучения детей в селах пригородного района, свидетелем которыми мы были, посещая раздельные школы обучения остинских и ингушских детей. Москва понимала, к каким последствиям может привести создание отдельной Республики Ингушетия, и тем не менее вынуждена оказалась пойти на этот шаг. И именно поэтому я говорю, что создание Республики Ингушетия, несмотря на все нежелание Москвы, стало результатом трагического стечения обстоятельств, когда к власти в Чечено-Ингушетии начали прорываться представители Общенационального конгресса чеченского народа. Ельцин был заинтересован в том, чтобы лидеры ОКЧН торпедировали режим Доку Завгаева, коммунистический режим Доку Завгаева, и на определенном этапе потворствовали этим событиям. И именно эти события загнали Москву в такой тупик, в котором уже тяжелым последствием стало раскол самой Чечено-Ингушетии. Я просто по фактам и по датам зачитаю, чтобы это было без ошибок и без неправильных толкований. Итак, 8 июня 1991 года Общенациональный конгресс чеченского народа объявляет о низложении Верховного Совета ЧССР и провозглашает независимую Чеченскую Республику. Это 8 июня 1991 года. Далее события развиваются стремительно. 6 сентября под давлением сторонников ОКЧН Доку Завгаев, коммунистический лидер ЧССР, был вынужден подписать прошение об отставке. И лидеры ОКЧН объявили о переходе верховной власти к ним и отменили действие российских законов и Конституции ЧССР. 6 сентября. 1 октября 1991 года решением Временного Высшего Совета ЧССР Чечено-Ингушская республика была разделена на независимую Чеченскую республику и Ингушскую автономную республику в составе РСФСР. Далее, 27 октября к власти приходит Джохар Дудаев. 7 ноября 1991 года президент Ельцин подписывает указ о введении чрезвычайного положения в ЧССР. То есть мы видим цепочку событий, которая привела с неминуемой логикой к развалу прежде единой Чечено-Ингушской республики. И именно эта трагическая череда событий, когда Чечня под руководством ОКЧН последовательно вела дело к выходу из состава России, ингуши, как народ, у которого осталась неразрешенной проблема пригородного района, естественно, принимает решение остаться в составе России. И уже после всей этой цепочки событий, которые мы наблюдали в Чечено-Ингушетии, 30 ноября 1991 года состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности и создания отдельной Ингушской республики в составе России. Так вот, когда я говорю о том, что появление отдельной республики Ингушетия в составе России явилось результатом трагического стечения обстоятельств, которые Москва уже не контролировала. Если бы Москва не заигрывалась в эти преступные игры, если бы ельцинский режим не провоцировал бы борьбу оппозиции с властями Доку Завгаева, то никогда власти и чиновники в Москве не пошли бы на пересмотр границ на Северном Кавказе и не пошли бы на отделение Ингушетии от Чечни, потому что это железная логика чиновников, заседающих в высоких кабинетах. И я в очередной раз призываю
братьев ингушей и остальные братские народы Кавказа, быть предельно, скажем, проницательными в том, чтобы понимать логику действия Москвы, логику действия московских чиновников и выйти из, как бы это сформулировать так, чтобы стало понятно и никого не задело, выйти из мира своих национальных грез и представлений идеального будущего, выйти в реальный мир возможностей, чтобы каждый из народов Северного Кавказа, как бы он ни представлял свое будущее, будь то народы Дагестана, будь то народы Чечни, Ингушетии, Осетии, КБР, КЧР, Адыгеи и так далее, мы должны принимать все свои решения на основе трезвого анализа сложившейся государственной практики, политической практики, логики принятия решений высокими чиновниками федерального уровня, теми возможностями, которые обладают наши народы в отстаивании своих прав, свобод, сохранении родного языка и родной культуры. И когда я приводил в пример ингушский народ и историю возникновения Республики Ингушетия, я как раз таки приводил ее в пример как ситуацию, когда стечение трагических обстоятельств привело к вынужденному вычленению Республики Ингушетия из состава ЧАССР, и приводил в пример как опасения Москвы о том, что появится череда каких-то новых конфликтов, и говорил о такой проблеме, как необходимость сохранения родного языка, но современные вызовы, современный век глобализации, социальных сетей, всепроникающего телевидения, всей этой попсовой культуры, которая далека от наших духовных ценностей, от наших национальных ценностей, от наших традиций, даже далека от традиций и духовных ценностей русского народа, все это приводит к тому, что даже в границах отдельных республик проблема сохранения родного языка становится очень сложной, что молодежь постепенно отходит от родного языка и переходит на русский язык. Как бы то ни было, мы должны понимать, что решение всех этих проблем, вороха накопившихся проблем на Кавказе, и у народов Дагестана, и у чеченцев, и ингушей, у осетин, у народов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, все эти проблемы нам необходимо решать консолидированно и только вместе. И напоследок хотел бы еще раз обратиться к нашим ингушским братьям и сестрам. Вы прекрасно знаете, как много лет я нахожусь на передовой защиты интересов, прав и свобод ингушского народа, как и других народов Северного Кавказа. И любые попытки вырывать слова из контекста, любые попытки нарезать какие-то ролики с разорванным смыслом, вбрасывать их в сети, разжигать страсти между близкими по духу братьями, они должны разбиваться о нашу твердую позицию верующих мусульман, которые никогда не идут на поводу провокации, которые проявляют выдержку, и прежде чем выносить какое-то суждение, критическое или обвинительное, мусульмане обращаются напрямую со своими вопросами, чтобы прояснить позицию. Я благодарю ингушских братьев, которые напрямую написали мне в личку с просьбой прояснить свою позицию. Пусть Аллах Всевышний укрепляет наши отношения, нашу веру, нашу поддержку друг друга. И я, как это и было все эти годы ранее, готов убежденно стоять на защите интересов, прав, свобод, традиций всех народов Северного Кавказа, чтобы мы были достойным примером остальным народам Российской Федерации. Баракаллах. До скорых встреч. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум. Хотелось бы поздравить, в первую очередь, прежде чем начнем
мусульман всего мира со священным месяцем Рамадан. Желаем всем мусульманам, дай Аллах вам силы держать пост, и чтобы сбылись все ваши сокровенные мечты в этот священный месяц Рамадан. Сегодня мы хотели бы обратиться к Курбанову Руслану, известному блогеру, политологу, востоковеду, говорят, еще он, с вопросом. Он недавно в своем обращении сделал такое заявление. По-моему, интервью он дает, что ингуши получили республику случайно после 2 чеченских войн и т.д. и т.п. Руслан, я не думаю, что ты не знаешь, но все-таки напомню тебе, что первая чеченская война началась в 1994 году, 31 декабря официально, а вторая война началась в 1999 году. А когда Ингушская республика образовалась, то есть не образовалась, а была восстановлена ингушская государственность. Образовалась в 24 В 1992 году была восстановлена ингушская государственность. По-моему, есть разница. Ты говоришь, что после 2 чеченских войн случайно получили мы республику. А тут получается между 92 годом июля месяца и 94 годом 31 декабря, по-моему, разница есть. А вторая война вообще была начало 99 году. Ты связал эти две войны и государство наше. Никакого сравнения. Неправильно. Что ты хотел этим сказать, мы не знаем. Но надеемся, что ты не во вред нам это говоришь. Но в любом случае, как бы ты это ни сказал, ты задел этим, ты оскорбил этим республику нашу и наш народ. Чтобы ты был в курсе, государственность ингуши получили впервые в 1921 году после революции. В 1924 году была Ингушский округ был. В 1921 году. В 1924 году была образована Ингушская автономная область, позже названа Красной Ингушетией. Ну, потом, ты знаешь, в 1934 году нас объединили, решили государство, объединили в одну республику, была организована Чечено-Ингушская республика, потом ссылка. Начиная, даже там наши лидеры никогда не забывали, что у нас была и государственность, добивались восстановления, возвращения. И волей судьбы в 1992 году мы получили, нам вернули государственность, выстраданную ингушским народом. Не просто так. Не на улице нашли. Не случайно. Республика эта была выстрадана нашим народом. И нам вернули эту государственность. И сегодня ты все это перечеркиваешь, говоришь, что мы получили государственность случайно. Руслан, мы вызываем тебя на шариатский суд. Мы приглашаем тебя на шариатский суд, скажем так. Правильно, наверное, будет. 27 апреля, это будет вторник, мы приглашаем тебя на шариатский суд, город Назрань, Ингушский кадият. Здесь будут перед тобой поставлены вопросы. Ты ответишь на эти вопросы, поставленные перед тобой. Тут ничего такого, по-моему, нету, тем более оскорбительного, как и каждый мусульманин. Когда мусульманина приглашают на суд, он должен явиться. Если он мусульманин, он обязан это сделать. Я думаю, ты приедешь, и все здесь, на Назране, ты разъяснишь нам то, что, если мы неправильно поняли то, что ты говоришь. По крайней мере, мы надеемся, что все это было случайно с своей стороны. Если так, когда ты разъяснение давал этому первому своему ролику, во втором ролике, ты хотя бы 3 словами сказал бы,
Извините, так получилось, я ошибся. Никаких вопросов не было. Но ты не посчитал нужным извиниться. Поэтому мы тебя приглашаем на шариатский суд. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум. Сегодняшнее наше обращение, конечно, адресовано Руслану Курбанову в связи с его высказыванием о том, что ингушский народ получил свою государственность случайно. Ну, наблюдая последние несколько лет за деятельностью Руслана Курбанова, я, и как многие, наверное, кавказцы и представители других народов, Руслан ассоциируется с человеком, который всегда отстаивает идеи справедливости, всегда отстаивает интересы, особенно кавказцев, ислама, на многих площадках, ведя там свою блогерскую деятельность и на федеральных каналах. Он это всегда делал. И для нас было удивительно, конечно, когда Руслан это сказал, и очень было неприятно слышать с его уст вот такие вещи. Тем более, зная, что Руслан близко связан с многими представителями ингушского народа в Москве, в других регионах, да и вообще всегда относился, насколько мы видели, высказывался нормально об ингушском народе. Вот это его высказывание, конечно же, мягко скажем так, оскорбило и очень сильно задело ингушский народ. И мне, и как многим ингушам, конечно, хотелось бы верить, что это случайность, что он случайно так высказался. Но, как вот Сираджи говорит, во второй раз, когда он давал объяснение, у многих, и у нас в том числе, появились серьезные подозрения, что это не случайно. Потому что случайно, когда человека задеваешь или оскорбляешь, достойный человек должен принести извинения. Никаких проблем с этим нет. Это действительно мужской поступок, если ты не прав, извинился. Тем более, когда человек задевает всю нацию, тем более должен немедленно извиниться в четкой форме, доступной, понятной форме. А тут, значит, непонятное какое-то объяснение. И сделал еще хуже, чем он сказал. Понимать, что ингушская государственность, ингуши получили государственность случайно, я думаю, что маломальски образованный человек, понимающий в истории, даже поверхностно понимающий историю, должен все это понимать. Тем более, такой человек, как Курбанов Руслан, претендующий на политолога, востоковеда, историка дипломированного, тем более, странно понимать, что он эти вещи не знает. Ингуши получили свою государственность в виде автономной области в 1924 году. До этого, значит, в разной форме была государственность в виде автономного округа, в который входил Горскую республику в 1921 году. Значит, в 1770 году ингуши присоединились к России, 250 лет, по его сведению, Руслан, как нация и как государственное образование присоединилось к России. История государственности ингушского народа много-много веков. И я думаю, что это вещи должен понимать. Значит, то, что это была не случайность, как мы уже говорили, значит, там даже в период высылки наши патриоты добивались восстановления государственности. В 1973 году митинг в Грозном. В советской системе, когда люди боялись даже думать о каких-то митингах, провели митинг, который был жестоко разогнан. И после этого были 100-тысячные митинги в Назране в 90-х, в конце 80-х, начале 90-х годах. Благодаря
во многом благодаря представителям и депутатам из Ингушетии и Советского Союза, и в Российской Федерации был принят закон о реабилитации репрессированных народов, в котором 13 народов были реабилитированы. И в том числе это огромный труд, когда мы восстановили свою государственность. Руслан, с твоих уст особенно оскорбительно слышать ингушскому народу вот такие вещи. Поэтому мы приняли решение, и огромное количество ингушей требует объяснений. И самое лучшее объяснение для мусульманина, для выявления истины, это шариатский суд. И мы приняли вот эту форму. 27 числа в 10 часов утра, значит, мы приглашаем тебя на шариатский суд. И на шариатском суде разберем умысел твоих высказываний. Если это была случайность, просто высказывание, мы хотим надеяться на это. Конечно же, надо будет, принести извинения. Это нормально. Если это заказ, конечно же, это за такие вещи действительно ты должен ответить. Задев интересы и чувства огромного количества людей, это не должно так безнаказанно проходить. И мы на этом суде разберемся, что это было, случайность или же умысел в угоду каких-то политических интересов. Подозрения в этом, конечно, у нас возникают. Поэтому ждем на шариатском суде 27 числа, вторник, 10 часов утра.